Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать вот в эти предновогодние дни. И наше сегодняшнее заседание посвящено одной очень из важных проблем. Это организации проведения промежуточной аттестации обучающихся по ОБЖ, анализ результатов. Цель данного мероприятия с вами возникла по ряду причин. Первая причина, конечно же, это повышение процедуры качества оценивания результатов обучения по предмету, которая напрямую связана с проблемой повышения качества методики проведения уроков. И также одна из составляющих причин – это повышение качества вашего представления результатов обучения по предмету в аттестационном портфолио. Я очень надеюсь, что наша с вами встреча сегодня, она поможет решить вот эти три важные задачи. Наша с вами встреча будет соответствовать той повестке, которая была указана в информационном письме, да? То есть это что такое планируемые результаты обучения, так, из чего они складываются, почему-то не переключается. Так, что такое результаты обучения, какова их характеристика, так, извините. Вот. Так. Какие должны быть по структуре и по формулировкам задания для проверки предметных и метапредметных результатов обучения по ОБЖ? Какие требования лежат в основе разработки контрольной работы? Какие должны быть разнообразные задания? Это мы с вами обсудим в этом пункте. И четвертый пункт нашей встречи – это мониторинг результатов обучения по ОБЖ. Так. Простите, пожалуйста, не туда нажала. Еще раз. Так, не туда нажала. Так, вот так. Вот. Так, хорошо. Итак, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом все результаты обучения объединяются в три группы – предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. Когда смотришь ваше портфолио, то иногда вы все результаты обучения сводите только к тому, сколько пятерок, четверок, троек и неудовлетворительных отметок получили учащиеся по нашему предмету. По каждому… Так, рассмотрим данную характеристику заданий. Итак, предметные результаты обучения по предмету. Предметными они называются потому, что именно эти знания формируются только на нашем предмете. На уроке физики, химии, математики эти знания у детей не формируются. Это только прерогатива учителя ОБЖ. И по каждому… И все предметные результаты можно объединить вот в эти вот блоки, которые представлены у нас на слайде. Это культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе, безопасность в быту, на транспорте, ну и так далее. То есть вот эти вот модули или эти блоки, они соответствуют предметным содержаниям обучения, и так или иначе они изложены в примерных программах учебного предмета и в ваших рабочих программах учебного предмета. По каждому предметному блоку предметные результаты можно классифицировать по следующим формулировкам. То есть в каждый модуль этих предметных результатов, он включает знания, которые раскрывают смысл понятий. То есть дайте определение понятия. Приводят примеры. В каждом из данных модулей ученик должен уметь приводить примеры факторов, угроз, чрезвычайных ситуаций, характеризовать эти факторы и угрозы, распознавать опасности. Таким образом, вот этот вот перечень формулировок, он указывает на то, что эти знания, проверяемые знания через эти формулировки соответствуют базовому уровню знаний. Другая группа формулировок, которые уже ориентируют обучающихся на представление результатов обучения на повышенном и высоком уровнях сложности. Например, учащиеся должны уметь классифицировать опасности,
объяснять правила поведения, устанавливать причинно-следственные связи, распознавать на рисунках какие-то особенности поведения, правильного или опасного поведения. Учащиеся должны делать выводы. Но вот таким образом, вот через эти формулировки мы будем проверять уже у учащихся знания на повышенном и высоком уровнях сложности. Особенность метапредметных результатов обучения заключается в том, что эти результаты обучения формируются у учащихся на всех предметах. Но учитель средствами своего предмета, да, он способствует их дальнейшему развитию. Так, что ж такое, извините, у меня сегодня? Так, вот метапредметные результаты обучения. Метапредметные результаты обучения соответствуют универсальным учебным действиям. И они объединяются в 3 группы. Это познавательные, регулятивные учебные действия, коммуникативные учебные действия. Конечно же, мы можем вынести на контроль только познавательные универсальные учебные действия, потому что другие виды этих универсальных учебных действий, они не подлежат контролю, но мы можем определить их уровень сформированности другими различными способами. Остановимся на характеристике очень важных метапредметных результатов обучения. Это познавательные универсальные учебные действия. Что к ним относится? Эти результаты, они близки по своему содержанию и смыслу к логическим умственным действиям. Например, сюда можно привести такие примеры. Определять понятия, устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, самостоятельно определять критерии и основания для классификации. Согласитесь, что умение определять понятия, выводить понятия из того, что уже было изучено детьми, над этим работают многие учителя всех предметов. Ну, а понятие, оно всегда требует под собой, определение понятия всегда требует под собой логических действий, в первую очередь обобщения. Установление аналогий. Это очень важное умение, которое лежит в основе очень такой важной теории формирования логических умственных действий, которую разработали Гальперин и Талызины. Строить логические рассуждения. Например, при организации самостоятельной работы вы можете предлагать ученикам определить последовательность тех или иных действий. И нужно сказать, что такое логическое умение применяется на многих учебных предметах. Такое логическое умение, конечно же, подлежит проверке. И для этого есть свои собственные задания. Далее, очень большое значение для развития познавательных универсальных учебных действий и рассматривается как результат обучения, является умение создавать, применять и преобразовывать различные знаки, схемы, таблицы и тексты. То есть это все то, что относится к информационной компетенции. Порой учащиеся, когда выполняют такого рода задания, они, как говорится, из информации не могут получить именно то знание, которое необходимо, которое проверяется. Далее, регулятивные учебные действия. Да, это очень важный момент, очень важный результат образования, но целеполагание, постановка задач, планирование деятельности, самопроверка – это, конечно, очень важные умения, но мы их на контроль не выносим. И коммуникативные учебные действия. Коммуникативные учебные действия являются очень важными, и они подлежат проверке. Каким образом мы их проверяем? Мы проверяем их через способность ученика ответить внятно на поставленный вопрос.
насколько грамотно ученик формулирует ответ, как он строит его, как он его записывает. То есть это все коммуникация. И умение ученика записать ответ так, чтобы он был понятен преподавателю, это даже, можно сказать, один из элементов, который характеризует уровень воспитанности учащихся. И личностные результаты обучения соответствуют направлениям воспитательной работы. Это гражданско-патриотическое воспитание, трудовое воспитание, духовно-нравственное воспитание, так, эстетическое воспитание, физическое воспитание и так далее. Может быть, что-то еще нужно было назвать. Так? И результаты обучения по этому направлению, такие как осознание российской гражданской идентичности, готовность выполнять обязанности гражданина, неприятие любых форм экстремизма, готовность соблюдать правила безопасности и так далее. Конечно, такой личностный результат мы не сможем проверить в ходе контрольной работы. Такие личностные качества проверяются через специально организованное тестирование и проводятся в анонимной форме. Но мы можем косвенно наблюдать за качеством этих результатов через поведение ученика, через его ответственное отношение к выполнению порученного дела. Таким образом, вот эти вот личностные результаты обучения, которые мы с вами сейчас перечислили в самых общих чертах, они как раз и заложены в программе учебного предмета, так, в ваших конспектах. И именно эти результаты вы должны проанализировать в первом критерии аттестационного портфолио. Нам нужно сделать так, чтобы вы не ограничивались только перечислением пятерок, четверок и троек. То есть чтобы у нас речь конкретно шла о результатах, а именно результаты, они дают нам 5, 4 или 3. Проверить результаты, для проверки результатов разработана своя особая технология, так, которая получила название тестирование. И вот давайте рассмотрим современные подходы к планированию вообще любой контрольной работы, в том числе и промежуточной аттестационной. Но нужно сказать, что промежуточная аттестационная работа, она проводится в конце учебного года, но по этому же принципу может строиться любая контрольная работа, которую вы, может быть, хотите проводить в конце полугодия. Вот посмотрите, какой современный алгоритм подготовки контрольной работы. Конечно, мы берем программу, анализируем программу, но анализировать начинаем не с содержания, а начинаем анализировать программу с результатов обучения. То есть чего должны достичь школьники к концу учебного года. И под эти планируемые результаты вы начинаете разрабатывать контрольную работу. Когда контрольная работа разработана, так, составлена, только потом вы приступаете к разработке конспектов урока. Таким образом, у нас получается, что все наши методические какие-то находки, все ваши средства обучения, материальная база, она будет работать на достижение планируемых результатов. И таким образом мы можем сказать, что таким вот образом разработанная контрольная работа, она будет способствовать управлению качеством образования. То есть согласитесь, что если вы записали в своей промежуточной контрольной работе, что вы будете у учащихся, например, проводить сравнение каких-либо чрезвычайных ситуаций, факторов, угроз, то, конечно, вы приложите все силы для того, чтобы учащиеся научились сравнивать, чтобы они видели в этом умственном действии признаки сходства и различия. Или, например, если вы хотите, чтобы ребенок у вас, обучающийся, умел устанавливать причинно-следственные связи, значит, вы приложите все усилия для того, чтобы именно это ребенок научился выполнять. И тогда итоги промежуточной контрольной работы, они не будут чем-то таким неожиданным, а будут вполне
результативными и, самое главное, объяснимыми. Вот как раз-то нам и не хватает анализа полученных результатов, то есть констатации фактов, что мы получили, почему мы это получили и что нужно сделать для того, чтобы повысить эффективность учебного процесса. И традиционно на протяжении уже последних 20 лет основная форма проведения контрольной работы – это тестирование. Тест рассматривается с разных позиций. Есть очень много толкований, что такое тест. Но мы рассматриваем тест как это инструмент педагогического измерения. Да? И как метод педагогического измерения, и как инструмент. То есть метод – это способ определения качества результатов обучения, а инструмент – это то средство, при помощи которого можно повысить качество обучения. Вот как управлять этим тестом? Да. Обратимся к определению, что такое тест как инструмент измерения. Обратим внимание на следующее. Это система заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая качественно оценить результаты обучения. Вот когда анализируя портфолио, вы представляете в этом портфолио свои контрольные работы, которые предлагаются для учащихся, чего нет в этих контрольных работах. В этих контрольных работах не прослеживается система заданий возрастающей трудности. Все тесты очень однотипны, они в основном все репродуктивного базового уровня. И, конечно же, здесь мы не можем выявить, а какие же умения, связанные с предметным образованием, дети получили. Какие предметные умения у них сформированы. Какие метапредметные результаты обучения достигнуты. А все из-за чего? Из-за того, что задания все однотипные. Ну, конечно, в таком случае, выполняя такие задания, мы получаем достаточно высокий качественный результат. Много пятерок, четверок, троек мало, двоек совсем нет. Конечно же, это очень хороший показатель, но на таком показателе успокаиваться не нужно. В ходе учебного года, на протяжении нескольких лет изучения учебного предмета мы можем использовать самые разные тесты. Остановлюсь некоторое время на классификации тестов по цели. Входной тест, например, он может быть проведен педагогом, который только берет какой-то класс, или, например, 5, 6 или 7 класс. Так, формирующие тесты или тесты обучающие, диагностические тесты, цель которых предназначена для определения, для дифференцировки обучающихся по уровню обученности по предмету ОБЖ, по уровню сформированности мотивации, познавательного интереса и так дальше. Тематические тесты достаточно широко применяются у нас на практике, потому что, проведя такой тематический тест по одной теме или по 2 смежным темам, мы можем получить тоже достаточно хороший промежуточный результат обучения за какой-то промежуток времени. Так. И итоговый тест или промежуточный тест, который проводится в конце учебного года. Вот если мы на протяжении нескольких лет изучения ОБЖ вот как раз будем использовать различные виды тестов, то тогда это даст свой эффект при проведении итогового теста. Так. Тесты можно классифицировать по другим основаниям, по процедуре создания, стандартизированные или нестандартизированные. Наши тесты, которые проводятся в ходе текущего контроля или промежуточного контроля, они все стандартизированы. Они разработаны на основе государственной образовательной программы. Если вы проводите какое-либо тестирование олимпиадного содержания, викторинного содержания, то это уже будут нестандартизированные тесты. Далее, по способу представления тесты могут быть бланковые и компьютерные. Сейчас учителя заканчивают различные курсы повышения квалификации и предъявляют на аттестацию
варианты компьютерного тестирования через систему интернет. Очень даже интересно, когда ученик сам проводит свое тестирование. Дальше по характеру представления могут быть вербальные и невербальные. Ну, в основном тесты у нас идут вербального типа, но задания некоторые могут быть и невербальные, то есть содержать схемы, таблицы, графики, рисунки, фотографии, которые станут той базой, на основе которой обучающийся будет давать ответ. И таким образом уровень сложности задания будет повышаться. Так. Гомогенные и гетерогенные по степени однородности. Наш учебный предмет такой, что в основном преобладает гетерогенное содержание или междисциплинарное. Но, конечно, в ряде случаев задания, тесты могут быть и гомогенными, или внутридисциплинарными, когда знания из таких предметов, как физика, химия, биология, география, они здесь в этом тесте не проверяются. И по ведущей ориентации они могут быть на скорость, на результативность или смешанные. Ну, конечно, наш тест, наша промежуточная контрольная работа, она направлена на результативность. Так. Тестирование подразумевает не просто сел, поработал с какими-то тестовыми сборниками, посидел в интернете, нашел вопросы, так, и составил тест. Но сама процедура тестирования, она состоит не только из подбора системы каких-либо заданий, различающихся по уровню сложности, так, но она еще и заключается в составлении сертификатов и кодификаторов. Так? Она описывает технологию и анализ интерпретации результатов и предлагает рекомендации по статистической обработке данных. То есть когда мы говорим о тестировании как процедуре измерения результатов обучения, мы должны понимать тест, что это не просто какая-то система заданий, а это система, которая состоит из еще других действий, которые совершает педагог. Это описание теста, так, это описание процедуры проведения теста, это описание процедуры оценивания результатов. Очень важной характеристикой тестов, характеристикой контрольно-измерительных материалов являются следующие характеристики, которые представлены на слайде. Вы эти термины неоднократно слышали, но давайте все-таки остановимся на их характеристике. Валидность – это соответствие проверяемого материала целям контроля. То есть если мы проводим промежуточную контрольную работу за данный учебный год, то мы и проверяем результаты обучения за этот учебный год. Не нужно проверять что-либо другое, ну, конечно, за исключением таких моментов, когда понятие, оно начиналось формироваться еще в предыдущем учебном году, а в этом году оно развивается дальше или завершает свое формирование. Так, репрезентативность, очень хорошее такое слово, полнота охвата в тесте изученного материала. Конечно, вот как исхитриться, как сделать так, чтобы все изученное за год уместить в один тест, так? Это, конечно, требует большого опыта. И нужно понимать, что выполнить это требование репрезентативности, да, можно за счет того, что задания будут разнообразными. Тогда все получится. Далее, надежность, устойчивость полученных результатов тестирования при неоднократном использовании контрольного материала. Ну, например, вы в первый год апробировали какой-то тест и отметили, что какое-то задание не выполняют не только ученики слабые, да, но и не выполняют даже хорошо подготовленные учащиеся. Значит, нужно отметить эту особенность и подумать,
над проблемой, над вопросом, а чем же обусловлено такое невыполнение задания почти что всеми обучающимися класса. Стандартизированность. Единая процедура проведения и подведения итогов тестирования. То есть для всех учащихся такая процедура должна проходить в однотипных условиях, на одних и тех же бланках. Оценивание будет проводиться по одним и тем же критериям. Нужно сказать, что можно разработать бланки тестирования, которые чем-то будут напоминать бланки на ЕГЭ. Такая форма предложения, такая форма матрицы оформления ответов, она как-то стимулирует учащихся и заставляет их, что ли, ответственнее относиться к заполнению, к внесению ответов и заполнению такой матрицы. Так. Итак, промежуточная контрольная работа в форме теста, она должна содержать какое-то общее количество заданий, так? И эти задания должны различаться по форме и виду представления. Обязательно в заданиях должно быть указано, что нужно ученику выполнить, инструкция по выполнению. То порой получается так, что первое задание, например, требует выбора одного ответа, а пятое задание требует уже выбора двух ответов. Но учащийся об этом не знает. Или тогда преподаватель, или вот в каких-то тестовых сборниках по ОБЖ пишется каждому заданию, здесь выбор одного ответа, выбор одного, потом выбор двух ответов, опять выбор одного ответа. Вот такая чехарда, она нисколько не стимулирует выполнение контрольной работы качественно. Все задания должны быть определены в блоке. Вот первый блок, как обычно у нас бывает, вот, например, в олимпиадных заданиях, первый блок – это задание с выбором одного ответа. Второй блок – задание с выбором двух или нескольких, или всех возможных ответов. То есть вот такую вот инструкцию обязательно нужно учащимся прописывать, что нужно сделать. Так. В тесте желательно указать время выполнения этой контрольной работы. Ну, в зависимости от того, какой урочный режим вашей образовательной организации. Это 40 минут или 35 минут, потому что сюда будет входить время на инструктаж по выполнению контрольной работы, на определение содержания заданий, объяснение правил заполнения теста. Критерии оценивания заданий. Ну, критерии оценивания заданий в основном мы указываем в спецификации контрольной работы. Но некоторые обучающиеся просят, а скажите, пожалуйста, а сколько баллов стоит то или иное задание? Ну, на это я не ОБЖ веду, другой предмет, на это я говорю, со мной торговаться нечего. Выполняй работу и демонстрируй свои знания во всей полноте и красе. Но, конечно, старшеклассники, они уже опытные люди, они понимают, что самые весомые по баллам задания будут располагаться в конце теста, и их нужно выполнить в обязательном порядке. Тогда можно будет надеяться на какую-то положительную оценку. Ну и если вы приглашаете на свое тестирование, на промежуточную контрольную работу наблюдателей, так, других преподавателей, коллег по методическому объединению, то, конечно, нужно будет прописать также и в чем заключается их деятельность, как они должны себя будут вести в ходе этого тестирования. Так, про баночное компьютерное тестирование. Так, вот, что можно сказать, дополнить здесь? В чем интересность компьютерного тестирования? Ну, конечно, здесь повышается объективность оценивания. Учащиеся на 100% уверены, что учитель никому не подыграл. Используя современные технологии, можно ограничить время на выполнение одного задания. Ну, например, с выбором одного ответа 2 минуты. Все.
Посидел ребенок, выполняя первое задание 2 минуты, не успел поставить галочку, все, компьютер уже ему не разрешает вернуться к этому заданию. Или другой возможен вариант, что ограничивается время выполнения всей проверочной работы. Тогда ограничивается время 35 минут, например, но ребенок может возвращаться к выполнению какого-то задания снова и снова, довести это задание до правильного ответа. Рассмотрим характеристику форм тестовых заданий, из которых будет составляться промежуточная контрольная работа. Задания закрытого типа, они предлагают варианты ответа. Задания открытого типа такой возможности учащимся не предоставляют, и такие задания стоят как можно больше баллов. Так, давайте рассмотрим, каково разнообразие заданий по степени сложности с выбором одного ответа. Задания с выбором одного ответа могут быть базового уровня сложности, так? То есть они направлены, например, на определение термина понятия. Так, одного ответа, но повышенного уровня сложности. Что это такое за задание? Это задания, которые содержат элементы сравнения, так? Или содержат в своей формулировке такое: не относится к данному признаку, так? Не относится к данной угрозе, к данному фактору, не относится. И далее идет перечисление каких-то факторов или угроз. Задания с выбором нескольких правильных ответов, они всегда уже будут повышенного уровня сложности. Задание на соответствие, на установление соответствия – задание повышенного уровня сложности. Задание на установление последовательности процессов – это тоже задание повышенного уровня сложности. То есть даже уже предлагая учащимся задания, которые будут предполагать разный уровень деятельности, мы сможем определить, а какие фактуальные знания дети усвоили, так, каков результат обучения, какие термины знают, какие признаки знают, какие примеры знают. Так. Причем вот могу забежать несколько вперед, чтобы потом не упустить из виду. Приведение примеров. Такое задание может быть предложено в первой части, как выбор одного правильного ответа, или же даже перенести вообще в задание высокого уровня сложности самостоятельное приведение примеров. То есть даже если мы проверяем одно и то же знание, оно может быть проверено на разных уровнях сложности. И отсюда учащиеся будут иметь разный результат. Сейчас мы с вами рассмотрим требования, которые предъявляются к формулировке заданий закрытой формы, то есть предлагаются к заданиям, которые требуют выбора ответа из предложенных. Дело в том, что сейчас у нас почему-то прекратился выпуск достойных тестовых сборников, которые бы соответствовали современным требованиям тестологии. У нас есть старые сборники, которые выпущены лет 10 или 15 назад, а в интернете вообще полное безобразие по формулировке тестов. Ну вот, например, чего стоит такой вопрос? Как нужно переходить дорогу? И предлагается 4 ответа. Я не смотрела на ответы, но думаем, как нужно переходить дорогу? Как? Быстро, медленно, осторожно, ползком, скачками, бегом. Как нужно переходить дорогу? А оказывается, в ответе там стояло «по пешеходному переходу». Значит, вот в данном случае тест он совершенно не способствует тому, чтобы у ребенка закрепилось понятие об элементах дороги и назначении этих элементов. Поэтому я пришла к выводу, что нужно нам остановиться на характеристике форм тестовых заданий закрытого типа. И мы рассмотрим с вами, какие требования предъявляются к формулировке основной части теста, так, и какие требования предъявляются к ответной части теста. Ответная часть теста состоит из нескольких слов или словосочетаний. Чаще всего их предлагается 4 или 6, ну, по-разному.
от 4 до 6, больше не нужно. И вот среди эти ответы, они называются дистракторами. Среди дистракторов есть ответы, которые наиболее близки к истинному ответу. Есть дистракторы, которые, наоборот, сразу ребенок угадает и не выберет в качестве ответа. Так вот, нужно стараться, чтобы такие дистракторы были интересны, не банальны. Так, рассмотрим эти требования. Рассмотрим требования. Сначала общий перечень, а потом будут у нас примеры. Я за то, чтобы основная часть теста была сформулирована в словесной форме, вербальной форме, а не в вопросной форме. Потому что когда ребенок будет достраивать предложение, выбрав правильный ответ, он затем получит полный ответ на то, какой элемент дороги способствует безопасности ее перехода. Если же вопрос стоит, если стоит вопрос, то тогда и порой этот вопрос, он затрудняет понимание вообще задания, и порой он не согласуется с теми ответами, которые предлагаются. То есть большинство тестологов, и я в том числе, я за то, чтобы предложение составлять не в вопросной форме, а в форме утверждения, которое затем продолжится выбранным словом из списка дистракторов. Само задание должно быть сформулировано таким образом, чтобы все было понятно, чтобы не было никакой двусмысленности, и ученик не думал над тем, а что же написано. Порой иногда бывает наоборот. Основная часть теста формулируется очень кратко, из нее исключаются различные сложноподчиненные предложения, причастные обороты, и слов должно быть не очень много. Так, про то, что предложения лишние должны быть убраны, это я уже сказала. Так, и в основную часть теста должны быть, в основной части теста должны располагаться все слова, которые не должны повторяться уже в ответной части. Исключаются все вербальные ассоциации из заданий, потому что вербальная ассоциация – это слово-подсказка, это однокоренное слово со словами, которые будут в ответной части. И порой, как бы интересно задание не звучало, думающий ученик, он исключит те ответы, которые не будут соответствовать вербальной подсказке. Нежелательно использовать в тесте какие-либо нереальные события, нереальный какой-то материал. Он будет только запутывать учеников, потому что это у нас что, не викторина, не олимпиада какая-либо, а именно идет проверочная, серьезная работа. Так. И в содержание теста не входят такие задания, которые будут требовать развернутого ответа, но этот ответ будет отражать собственное мнение ученика. Для дискуссии у нас есть совершенно другие формы занятий. Так. К ответной части теста тоже имеются свои определенные требования. Все ответы к одному заданию должны быть примерно одинаковой длины. Это значит, что каждый ответ он будет содержать одно слово или словосочетание, но не больше. Не должно быть длинных ответов, хотя есть исключения из правил, и мы с вами, я вам такой образец теста покажу. Так, из ответов исключаются все повторяющиеся слова. Они по возможности должны быть перенесены в основную часть теста. Частота выбора номера ответа задается в произвольной форме, так, чтобы эта частота, она была, не повторялась один раз один и тот же выбор ответа. Так, при формулировке ответов не рекомендуется
Не рекомендуется в качестве последнего дистрактора использовать такие словосочетания: все вышеперечисленное или все нижесказанное. Так, так, что у нас еще быть? Все перечисленное, все вышесказанное, так как они порой способствуют угадыванию правильного ответа. Но почему мы порой прибегаем к таким формулировкам? Ну, потому что порой объем дидактической единицы незначительный, и невозможно выделить несколько контролируемых элементов. Стараться, чтобы все дистракторы были равномерно привлекательны для обучающихся, чтобы ученик все-таки посидел и подумал над выбором правильного ответа, а не быстренько поставил галочку. Есть специальные, мы с вами изучим принципы, при которых можно разрабатывать такие задания. Все тесты должны быть параллельными по конструкции и грамматически согласованными с основной частью теста. Что это значит? Порой бывает так, что основная часть теста, она имеет, ну, например, она сформулирована в будущем времени, в настоящем времени, а ответная часть теста, она не согласуется по падежам и по временному, и по временной характеристике. Это, во-первых, снижает научную ценность самого задания, ну и учащиеся сидят и думают, ну, над тем, над чем не должны задумываться. И последнее требование к ответной части – это расположение ответов теста в строку. Ну, рекомендуется ответы теста располагать в столбец. Но порой, когда мы прибегаем к бланочному тестированию и в целях экономии бумаги, так, то тогда ответы на задание располагаются в строку. Но это не очень страшно. Такой недостаток можно компенсировать, если мы будем прибегать к бланочному тестированию. Так, рассмотрим характеристику заданий закрытого типа с выбором одного ответа и рассмотрим принципы разработки заданий. Зная эти принципы, вы сможете отредактировать те тесты, которые уже есть для нас в свободном доступе, и сделать их, ну, достаточно грамотными и использовать с большей эффективностью. Таких принципов несколько, и использование тестов, разработанных по разным принципам, позволит также объективно проверить, установить объективную ценность полученных результатов обучения. Итак, принцип противоречия. Принцип противоречия, ну, например, он всегда содержит всего два дистрактора. Например, алкоголь к наркотическим веществам относится, не относится. Значит, вот, например, здесь у нас идет в форме утверждения. Например, я это переделываю из вопроса. К наркотическим веществам алкоголь относится? Вот давайте сравним все-таки, какая формулировка задания лучше. Сигареты, которые не приносят вреда, существуют? Не существуют. Оказывается, у современных подростков вообще нет однозначного ответа. Некоторые считают, что сигареты, которые не приносят вреда, существуют. Это вот совершенно недавно тут я узнала такое. Так. Принцип противоположности, он чем-то напоминает нам принцип противоречия. Количество дистракторов здесь увеличивается, и приводятся противоположности. Просвет кровеносных сосудов увеличивается, не увеличивается или не изменяется. Это принцип противоположности. Так. Принцип однородности, который я неоднократно проверяла на студентах. Так. Здесь что подразумевается? Принцип однородности проверяет в данном случае кругозор, элементарный кругозор обучающихся. Ну, вы можете разработать и другие тесты. Но дело в том, что современные студенты не знают тех представителей
нашей российской интеллигенции, которые здесь представлены, но тем более не знают, кто страдал пагубным пристрастием. Такие тесты по принципу однородности, их можно, да вообще любой тест можно сопровождать каким-либо иллюстративным сопровождением, и это уже на ваш вкус и выбор, на ваше усмотрение. Так. Принцип кумуляции. На первый взгляд может показаться, что принцип кумуляции противоречит такому требованию к основной части теста, что все задания должны быть одинаковой длины, то есть должны состоять из одинакового количества слов. Здесь же мы видим, что каждому последующему ответу количество признаков правильного ответа увеличивается. Но здесь ученику нужно задуматься, всегда ли большое количество признаков будет соответствовать правильному ответу. Так. Другой принцип – принцип градуирования. Он, значит, позволяет определить, как ученики ориентируются в какой-то системе измерения. И здесь самые различные могут быть предложены задания в зависимости от темы проверяемых знаний. Так. Вот очень интересный принцип фасетности. Если кто сталкивался с заданиями по ЕГЭ, анализировал их, принимал участие, может быть, в процедуре проведения ЕГЭ, смотрел сборники заданий, то, наверное, обратили внимание, вот, что сколько вариантов в сборнике есть, да, например, 30 вариантов. В первом варианте всегда проверяется какое-то одно понятие или понятия, смежные с этим. Так? Поэтому мы говорим о том, что фасет – это форма записи нескольких вариантов одного и того же задания. Применяя этот принцип, этот принцип как никакой лучше, он позволяет нам наиболее быстро и эффективно провести стандартизированную процедуру анализа результатов выполнения промежуточной работы. Ну вот, например, при изучении темы чрезвычайной ситуации природного характера, допустим, вы проверяете учащихся широту географического кругозора и предлагаете вот такой вот фасет. То есть у всех вариантов, 4 вариантов, задание одно и то же. То есть первый вариант, он пишет, например, вулкан Мауна-Лоа находится и предлагается вот этот вот выбор территорий. Второй вариант определяет, где находится вулкан Монтан-Пеле и так дальше. То есть таким образом получается, что одним зайцем мы сразу убиваем целых 4 варианта. И сразу же, анализируя результаты выполнения контрольной работы, вы сразу можете определить, знают учащиеся географическое положение этих вулканов, знают расположение вулканически опасных зон или не знают. Так. Например, вот такой вот тест, в котором мы видим сочетание двух принципов. Это принцип однородности и принцип фасетности. Хотя, честно говоря, и предыдущий тест, он тоже сочетал в себе принципы, но тот вариант я вам предложила для ознакомления, а этот вариант еще для, так сказать, для закрепления. Потому что здесь у нас предложены задания на определение свойств листьев различных растений. Далее, принцип сочетания. В принципе сочетания используются в принципе сочетания в качестве ответов используется несколько вариантов, используется несколько ответов в одной связке. Так. Но в чем здесь интерес этого задания?
Если мы начинаем составлять задание, ну, например, при данной ситуации оказать помощь нужно, то есть если мы пишем «спрыснуть лицо холодной водой», так, то затем этим же действием мы и заканчиваем последний ответ предполагаемый. Последнее. Итак, давайте посмотрим. Спрыснуть лицо холодной водой, вынести на свежий воздух. Последнее действие... Так, простите, немножко я что-то тут не так сделала. Просмотрела. Спрыснуть лицо холодной водой, вынести на свежий воздух. Значит, здесь что нужно было бы написать? Вынести на свежий воздух и вызвать рвоту. Вот тут правильно буквой «В» написано. Вызвать рвоту, сделать искусственное дыхание. Сделать искусственную вентиляцию легких и спрыснуть лицо водой. То есть вот здесь в качестве ответов мы сочетаем два действия, которые нужно сделать. Но вот эта вот цепочка, когда одно действие из одного ответа перетекает в другой, оно, конечно же, повышает уровень сложности, оно заинтересовывает учащихся, как-то заостряет их внимание. Какой же здесь правильный ответ нужно будет выбрать? Так, принципу сочетания соответствует также и принцип удвоенного противопоставления. Но здесь одно действие противопоставляется другому. Тоже два действия, так, но они противопоставляются другому. И ответ здесь нужно выбрать тоже один. Какие ошибки могут быть при составлении заданий с выбором одного ответа, и каких ошибок масса в интернет-источниках и в печатных сборниках. Да. Ну вот, например, вопросная форма задания. Как по-другому называется камыш? Можно было бы как написать? Народное название растения камыш. Такое-то. Что является одним из самых эффективных средств аварийной сигнализации? Ну, вопросная форма. И потом давайте сократим это предложение, да, это задание. Эффективное средство аварийной сигнализации. Все, понятно. То есть я за максимальное сокращение и упрощение. Нарушение принципа научности. Вот, по-моему, это я из Топорова списала этот тест. Вообще, когда там дело касается биологической составляющей, у меня возникает очень много вопросов. Каковы главные органы, на которые воздействует алкоголь? Ну, вообще, вот все органы, которые здесь перечислены, они все главные. Нельзя назвать, что какой-то орган нам не нужный или второстепенный. Так? Но здесь несколько ответов, 3 ответа, и выделительная система по автору теста, она не является главной. Ну, давайте подумаем, а что произойдет, если у нас отключится выделительная система. Так, что представляет собой алкоголь? Здесь ответы построены на разных основаниях. Ну, это очень тонкая такая материя, разные основания, потому что, с одной стороны, это спирты, алкоголь является спиртом, а с другой стороны, это и наркотическое вещество. То есть, здесь можно задаться вопросом вообще, какой же ответ нужно правильно поставить. Но так как здесь требуется несколько правильных ответов, то это 3 ответа, то ученики, конечно же, они включают наркотические вещества и спирты в список верных ответов. Так. Ну, вот этот вот тест, вот этот вопрос, к чему приводит систематическое употребление алкоголя. Ну, мне кажется, этот тест вообще для 10 класса, он был предложен там в сборнике для 10-11 класса, этот тест вообще не имеет никакой значимости, потому что он до такой степени банальный, что мы не проверим
уровень знаний и не проверим уровень владения этим знанием. Вот если на основе этого вопроса этот вопрос можно было бы перевести в разряд вопросов с развернутым ответом и сделать его высоким по уровню сложности. Кстати говоря, тут вот тоже непонятно, приводит к частым продолжительным болезням или приводит к тяжелым болезням. Тоже, может быть, продолжительная болезнь тоже тяжелая. Так, вот теперь такое замечание, как нарушение пропорций теста. Мы с вами говорили, что тесты должны быть составлены в форме утверждения, логического утверждения, так, должны быть примерно одинаковые конструкции, так, и все слова из ответной части должны быть переведены в вопросную часть теста, в основную часть теста. Вот здесь вот как раз само слово «следует», оно так и просится, чтобы его перевести в разряд основной части теста. Так, если человеку не удается ликвидировать очаг возгорания своими силами, ему следует двоеточие, и дальше идет перечисление того, что же ему следует. Так, многословность ответов. Многословность ответов и употребление слов, которые являются лишними. Вот ниже, из приведенных ниже волевых качеств. Но это понятно, что они ниже приведены. Зачем загромождать текст? Теперь, многословность. Кому-то, может быть, вспомнится тест, разработанный по принципу кумуляции. Так? Но вот этот вот тест, он не составлен по принципу кумуляции, потому что качества военнослужащего, которые здесь перечислены, они совершенно различны. Поэтому, например, здесь можно было бы начать с того, что там, давайте сами придумаете, да, то терпимость по отношению к старшему по званию, да, это первое, да, а потом по нарастающей мы могли бы уже составить и 3, и 4 варианта ответов. Например, там раздражительность, агрессивность можно было бы поставить в какую-то ответную часть задания и так дальше. Тут получается, что даже расхождение опять по разные основания для подбора ответов. Так, вот другой вариант тоже довольно-таки часто встречается в формулировке. Определите, укажите, назовите, скажите, хотя идет письменная проверочная работа. То есть все эти слова мы убираем и оставляем только то, что касается для письменной проверочной работы. Значит, что получается? К боеприпасам, какие из перечисленных боеприпасов относятся к высокоточному оружию? К высокоточному оружию относятся боеприпасы такие-то. Так, здесь еще один пример. Перечисленных ниже, выше, скажите, назовите. Все это убираем. Тщательно проверяем формулировку тестовых заданий. Так, вот этот вот вопрос меня, как человека с биологическим образованием, он меня вообще сбивает с толку. Что происходит с алкоголем через 5-10 минут после употребления? То есть, что происходит с алкоголем? Когда я не читаю ответа, я думаю, что он там расщепляется, что с ним может произойти в моем бедном организме. Да? Здесь же речь идет о чем? О том, что ученик должен ответить на вопрос, куда кровь всасывается. Куда кровь всасывается. Так почему тогда и не написать, что алкоголь через 5-10 минут употребления всасывается в кровь. Какого органа? Коры больших полушарий, клеток организма, клеток головного мозга. Так, вообще это задание даже лучше всего использовать на установление последовательности процессов, если так взять с биологической точки зрения. Так, теперь обратим внимание на пункт В и Г. Так,
Кровь разносит алкоголь ко всем клеткам организма, кровь разносит алкоголь клеткам головного мозга. А головной мозг, простите, он что, не является моим собственным организмом? Он где-то там у другого дяди, что ли? Так? Так. Это вообще очень интересный вопрос, что происходит в коре больших полушарий. Да Бог его знает, что там происходит в коре больших полушарий. Мы же не психиатры, правда? То есть порой, вот прежде чем списывать какой-то интересный вопрос, да, давайте-ка мы попытаемся ответить на него сами. Насколько этот вопрос, он соответствует с тем, что написано в учебнике, насколько этот вопрос соответствует тому, что вы хотите у учащихся формировать на уроке. Поэтому я говорю, что сначала мы определяем предметные результаты обучения, потом составляем контрольную работу, а потом уже под контрольную работу так проводим все наши уроки, чтобы учащиеся могли выполнять все виды тестовых заданий. Так, упоминала я о том, что в некоторых случаях угадыванию ответа способствует так называемая вербальная ассоциация. То есть когда ученик видит слово однокоренное как в основной части теста, так и в ответной части теста. Ну, например, вербальная ассоциация, да, боевые уставы. Ну, я, как человек не военный, я вижу слово «боевой устав», ну, я, наверное, выберу Б, В и Г. Тут боевые действия, боевые действия, боевые действия. Я не выберу распорядок дня в воинском подразделении. Можете меня опровергнуть. Так. Задания с выбором нескольких правильных ответов. Вот эти, когда начинаются такого рода задания, так, то обязательно нужно выделить их даже в отдельную часть теста. Так, задания с выбором нескольких ответов. И указывать, выберите 2 правильных ответа, выберите 3 правильных ответа, выберите все возможные правильные ответы, в том числе и 1. В таком случае стоимость в баллах ответа, она будет повышаться. Так. Значит, мы с вами перешли таким образом к характеристике заданий повышенного уровня сложности, да, постепенно. То есть от заданий с выбором одного ответа, задания с выбором нескольких ответов повышенного уровня сложности, так, и следующий вид задания на установление последовательности. Вот такие задания, они направлены на формирование алгоритмического мышления и относятся к категории метапредметных результатов обучения. В ОБЖ достаточно много таких заданий. Ну, например, установление последовательности, оказание доврачебной помощи, определение последовательности выполнения действий в той или иной чрезвычайной ситуации. Так? И в таких случаях, конечно же, лучше всего учащимся предлагать и матрицу ответа для того, чтобы они сюда вносили или буквенные, или цифровые коды ответов. К категории заданий повышенного уровня сложности относятся задания на установление соответствия. Эти задания оформляются в виде таблицы, состоящей из 2 колонок. Элементы задающего столбца содержат слова, которым нужно подобрать какие-то характерные элементы знания из 2 столбца. Так. Ну, вот такой вот вариант, например, да? Очень симпатичный, построенный на основе текста учебника. Задание на установление соответствия. Нужно сказать, что вот при выполнении олимпиадных заданий, у них совершенно другая технология выполнения ответа, представления ответа не в форме матрицы, а в виде стрелочек. Вот это очень сложно прослеживать вот так вот визуально, как у ребенка начинает вот эти вот все стрелки проводить от 1 столбца ко 2 столбцу.
Очень сложно. Вот мне проще в такой вот матрице работать. Но это уже дело вкуса. Такой вариант, еще вариант. Так. Работа с рисунком. Работа с рисунком. Так, работа с рисунком – это задание. Работа с рисунком может стать разного уровня сложности. Может стать и повышенным уровнем сложности, и высокого уровня сложности. Все дело зависит от вас уже. Вот, наверное, обратили внимание, сколько много заданий с рисунками предлагается в олимпиадных работах. Ну и учащиеся средней школы обычно тоже имеют право на работу с рисунком. Так. Переходим к характеристике заданий открытой формы, где ученик должен предоставить свой собственный развернутый ответ. Они тоже различают тоже несколько видов. Это повышенного уровня сложности на дополнение, так, повышенного уровня сложности с кратким ответом, так, в виде одного предложения на поставленный вопрос, и задание с развернутым самостоятельным ответом. Ну и вот как раз последние задания, они чаще вот на формулировку ответа развернутого, самостоятельного, они должны стоять в конце контрольной работы и оцениваются высшим количеством баллов. Задания на дополнение тоже выделяются в отдельную часть теста. Задания на дополнение. Должно быть написано: дополните предложение, допишите предложение, указав термин, число, знак какой-то нарисовать, например, что хотите. Так, вот по законам тестологии дополняемое слово должно стоять в конце предложения. Не в начале, а в конце. И если таких предложений несколько, то тогда длина вот этих вот прочерков должна быть примерно одинаковая. Так. Задание на дополнение, конечно же, оно должно быть тоже обладать простой стилистической конструкцией, чтобы ребенок не думал над тем, а что же написано. Не должно быть в заданиях повторов и двойного отрицания. Так, ну, по-моему, это я тоже уже сказала, какие должны быть требования. Конечно, это задания уже будут повышенного уровня сложности, потому что они проверяют умение ребенка применять знания в какой-то другой ситуации. Можно понять глубину усвоения материала. Подобные задания сводят к минимуму возможность угадывания, ну, а сложность составления состоит в том, что нужно так составить это задание, чтобы оно максимально соответствовало тем требованиям, которые предъявляются к этого вида задания. Так, ну вот, например, так выглядит задание на дополнение. Так. Задание на формулировку развернутого ответа требует чаще всего установления причинно-следственных связей, то есть выводов, обобщения. Так? И сейчас многие задания направлены на проверку функциональной грамотности обучающегося, то есть на то, где же, в какой сфере нашей жизни эти знания необходимы. Итак, мы с вами рассмотрели, в основном, я постаралась дать наиболее полную характеристику различных видов заданий, принципов и правил их разработки. Теперь, а как же распределить эти все задания в контрольной работе? Есть несколько подходов к разработке структуры контрольной работы. Перед нами формат, который применяется при проведении единого государственного экзамена. И этот формат предназначен для
дифференцировки обучающихся, знает или не знает. Поэтому мы здесь видим, что 15% заданий, они простые, базового уровня сложности, зато остальные 85% заданий, они средней сложности или высокого уровня сложности. Я не призываю вас разрабатывать вот именно контрольную работу промежуточную в таком формате. Нет, эта контрольная работа предназначена для проведения единого государственного экзамена. А вот такой вот формат, да, так называемый критериально ориентированный подход, этот формат, он приемлем для разработки промежуточной контрольной работы. То есть здесь берется 70%, заданий, базовых заданий и повышенного уровня сложности. И вот если мы посмотрим на эту структуру, то вот мы понимаем теперь, откуда требование, что если обучающийся выполнил меньше 70% заданий, то это значит, что базовый материал не усвоен. То есть ребенок должен уметь выполнять вот эти задания базового и повышенного уровня сложности. И должен уметь выполнять задания высокого уровня сложности, количество которых будет колеблется где-то до 30%. Таким образом, вот именно вот этот вот критериально ориентированный подход при разработке структуры контрольной работы, он позволит нам четко определить, а какие же учащиеся хорошо освоили материал, какие знания, умения детьми хорошо усвоены, а что дети пока еще у нас не умеют выполнять, какого рода задания. Так, вот для того, чтобы теперь перейти к структуре контрольной работы, значит, мы переключимся. Так, куда мне надо переключиться? Так, ага, вот этот вот вариант. Так, вот этот вариант. Нет, не этот. Так, сейчас, извините. Дмитрий Максимович, наверное, без вашей помощи не переключу 17-ю страницу. 17-ю. Так, вот этот вот, 17-ю. Начнем с 17-й страницы. Значит, у нас по нормативным документам, когда проводится промежуточная аттестация по предмету, издается приказ, что вот провести в такой-то параллели классов или в таком-то классе промежуточную аттестацию. Все, приказ вышел, и вы на основе этого приказа разрабатываете контрольную работу. Все начинается с того, что вы предлагаете кодификатор этой контрольной работы, так, в котором будет написано, так, постараюсь, так, вот, поняла. Так, вот, кодификатор контрольной работы, там вступление, по какой программе, по какому учебнику учите, все это понятно. Так? И вот давайте рассмотрим таблицу, в которой будут обобщены все задания, которые вы будете предлагать обучающимся. Давайте посмотрим. Значит, здесь код показан. Код соответствует номеру задания. Проверяемый элемент содержания. То есть какое понятие вы проверяете, да? Или какое умение проверяете, логическое ли, или там какое-то другое. Так? Какие умения проверяете, а умения где у нас написаны? Умения у нас написаны в наших предметных результатах. Так? И затем определяем, что это, например, базовое задание, а задание 10-е, оно уже будет какое повышенное уровень сложности, дальше повышенного, и там задание, например, 13-е базового уровня сложности. Тут у меня как расшифровать? Выбор одного ответа, так, тут тоже должен быть выбор одного ответа. Так, вот здесь вот во второй позиции выбор одного ответа, так, задание на соответствие, на работу с рисунком, так, задание с выбором нескольких ответов, краткий развернутый ответ и развернутый ответ.
Вот здесь вот все это прописывается, и таким образом вы получите для себя картину о разнообразии проверяемых знаний, так, то есть соответствует, если репрезентативность, да, удалось ли нам проверить все знания, которые, ну, все те планируемые результаты, которые были заявлены на год. Так, здесь у нас четко прослеживается, какие предметные и метапредметные умения определяются, так, и какой тип задания, и оценка в баллах. Оценку в баллах вы можете назначать какую угодно. Например, если задание идет с выбором одного ответа, я даже не ленюсь, например, и определяю для себя 0,5 балла. Когда у меня ученики вот столкнулись с этой вот моей технологией проверки, они были крайне удивлены, потому что тогда что и получается, что у меня вес за задание повышенного и высокого уровня сложности, он что, автоматически повышается. А те базовые задания, ну, они, так сказать, что для поддержки штанов, будем говорить, для того, чтобы ты выполнил другие задания. Так. Ну и вот когда эта табличка у нас заполнена, да, ну дальше мы уже составляем спецификацию. Я не буду ее показывать, она будет у нас все это выложено на нашем сайте учителей ОБЖ, и вы сможете просмотреть еще раз и лекцию, и презентацию. Так, Дмитрий Максимович, пожалуйста, верните меня на презентацию. Спасибо. Так. Вот. Итак, работа составлена. И нам нужно теперь проанализировать результаты работы. Нужно не полениться и составить таблицу в вордовской форме, а может быть, кто-то сможет даже в экселевской форме составить эту таблицу. Так, что эта таблица у нас отражает? Ну, по каждому варианту мы составляем свою табличку. Да? Значит, здесь у нас обучающийся, вот этот вот первый столбец, да? Это фамилия учащихся, а по горизонтальной линейке представлены номера заданий. А ведь в таблице кодификатора у нас все задания уже расписаны. Ну и таким образом мы сможем определить, сколько процентов учащихся выполнили то или иное задание, как они овладели каким-то определенным умением. И вот тогда-то все станет на свои места. Ну вот, может, кто-то помнит, что когда-то я после проведения республиканской олимпиады там говорила в процентах, какие задания в каких муниципалитетах выполнили. Ну, конечно, это работа не одночасовая, нужно посидеть с ручкой и быстро проточковать, но то, что это сложно, кажется только на первый взгляд. Вся работа проводится очень быстро. Но зато мы сможем получить полную информацию, да, в процентах, какова выполняемость тех или иных заданий, какие задания дети хорошо выполняют, а какие плохо. И вот теперь-то мы сможем с вами вплотную говорить о мониторинге. Один из показателей аттестационного портфолио – это что участие во внутриучрежденческом мониторинге результатов обучения. Теперь вы понимаете, что мониторить результат обучения – это не то, что выписать опять пятерки, четверки и тройки. То есть мы должны показать, да, динамику результатов обучения. И у меня нет таких вот таблиц, нет таких вот иллюстраций для того, чтобы продемонстрировать, как показывают мониторинг учителя ОБЖ, потому что они никак не показывают. Ну вот, например, учителя биологии. Показывают результаты обучения. Ну вот динамика, да, с 7 класса по 8 класс. Ну вот тут, например, распознавание биологических систем. У нас это запланировано в биологии. Вот показана положительная динамика, да? Установление взаимосвязи между особенностями строения и выполняемыми функциями там или еще чем-то. Ага, вот, умеют дети делать. Так. Вот тут динамика отсутствует, да? Знание существенных признаков там чего-то и так дальше. Вот такая динамика должна быть у вас представлена по результатам мониторинга. Даже в течение, вот если вот кто планирует аттестовываться
в 2021 году, то вам не поздно вот еще раз пересмотреть выполнение своей промежуточной аттестационной контрольной работы, ну, не на предмет, там, я не призываю, чтобы там все переписать заново, да, только еще раз посмотрите, какие знания и умения вы проверяли через то или иное задание. Ну и, конечно, нужно что? Объяснить, чем достигнута вот такая положительная динамика или отсутствие динамики, обязательно с объяснением. Так, ну и можно также показать динамику выполнения заданий разного уровня сложности, как здесь представляет учитель, что задания базового уровня сложности дети выполняют хорошо, без изменений, да, стабильно, задания повышенного уровня сложности научились лучше выполнять. Вот таким вот образом вы и будете должны, простите, пожалуйста, представить результаты мониторинга внутри своей образовательной организации. Так. Или, например, такие вот еще возможные варианты представления. Динамика уровня сформированности предметных умений на критическом уровне, допустимом уровне и оптимальном уровне. Покажите со всех сторон, как хорошо вы учите по ОБЖ. Так, соотношение уровня сформированности информационных умений при обучении предмету. Но здесь под информационными умениями подразумевается способность обучающихся получать нужную информацию из текста, из рисунка, из таблицы, из графика, из схемы. Так. При работе, может быть, даже с компьютером при написании реферата и так дальше. Так, пожалуйста, к вордовскому варианту меня верните. Да. Так, и ниже, еще ниже, там под конец у меня как раз из теста, из портфолио. Так, еще. Так, еще. Вот. Так. Вот критерий 1, да? Вот перед нами наш классический критерий 1. Вы не представляете, как мне больно писать, что критерий не раскрыт. Вот еще по первой таблице, там, где у нас идет определение качественной и количественной успеваемости, да, претензий нет, там все хорошо, так и объясняется, все как нужно. Но вот когда речь идет по критерию 1.2, простите, по показателю 1.2, результаты промежуточной аттестации, да, результаты, и вот тут-то подразумеваются не отметки, я еще раз вас прошу, да, а именно результаты на уровне понятий, предметных умений и метапредметных умений. Я надеюсь, что после нашего заседания вот этот критерий в портфолио, он будет у нас уже оформлен на порядок качественнее, и не нужно будет оформлять вашу работу на доработку. Так, где еще мы сталкиваемся с вами с результатами обучения? Так, что-то я долго сегодня с вами заседаю, простите уже, но заканчиваю. Где мы сталкиваемся еще с результатами обучения? Есть показатель результаты внеурочной деятельности. Это не только диплом первой степени, это первое место за участие. Что стоит за этим первым местом и дипломом? Это уже стоит владение учащимися предметными умениями на высоком уровне сложности. Это относится к разряду программы «Ученик получит возможность научиться», да? Уже через внеурочную деятельность. Мы эти умения не проверяем у других учеников, которые не интересуются предметом. Поэтому, пожалуйста, еще раз пересмотрите свои портфолио, да, и немножечко приведите их в соответствие с пониманием того, что такое результат. Ну, невозможно вот в этих вот критериальных таблицах перечислить все, что здесь подразумевается. Понимаете? И, ну, коль возникла у нас такая проблема, то вот была вам предложена следующая лекция. Так, значит, я говорю еще о том, что вы можете на почту
на мою электронную почту, которая указана в информационном письме, или на электронную почту центра, в котором я работаю, свою индивидуальную личную электронную почту, и при последующей рассылке информационного письма о нашем заседании я вам его лично уже и перенаправлю. А теперь, дорогие коллеги, я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы в нашей жизни, в жизни ваших близких было все безопасно, безо всяких угроз технических, природных, социальных и биологических в том числе. Всего вам хорошего, до свидания.